Симферопольском районе Крыма 11 мая российские силовики во время обыска убили гражданина Узбекистана Набира Рахимова. По версии силовиков, мужчина якобы стрелял по сотрудникам ФСБ России, выполнявших оперативное задание. В ФСБ заявили, что речь об объявленном в розыск члене международных террористических организаций. Это была цитата. Что известно об убитом под Симферополем мужчине? Какие вопросы возникли к нему у российских силовиков? И почему версию российских силовиков ставят под сомнение, в частности, в Меджлисе крымско-татарского народа? Обсудим в эфире радио Крым Реалии. В студии Елена Римовская. Здравствуйте. Тема дня. Напомню, что мы работаем в прямом эфире с понедельника по пятницу в такие промежутки времени с 8 до 9 часов утра и с 18 до 19:00. Кроме того, с 11 мая у нас уже выходит в прямой эфир и дневное шоу под названием «Крымский вопрос». Александр Янковский, наш коллега, вернулся к нам в прямые эфиры. Слушайте с 13 до 14:00. И вот в эти промежутки времени, когда мы в прямом эфире, да, не в повторе, вы можете к нам в прямой эфир позвонить 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, а 044 490 2905 – номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале Крым Реалии и на Facebook-странице Крым Реалии. Заходите, оставляйте свои комментарии. Если будут по теме, обязательно будем их цитировать. Итак, ФСБ России сообщила о ликвидации, вот такое слово использовали российские силовики, о ликвидации в Крыму якобы вооруженного боевика. Речь о событиях, которые произошли накануне, и мы постараемся изложить их в хронологическом порядке. Итак, рано утром 11 мая стало известно о том, что ФСБ России проводит обыски в доме жителя села Заветное Советского района Крыма. По данным движения «Крымская солидарность», речь шла о доме Аюба Рахимова, которого на момент обысков не было дома. В доме были жена и дети. Причина следственных действий на тот момент была неизвестна. Об этом как раз таки сообщали в Крымской солидарности. Спустя какое-то время стало известно о том, что обыски проходят также в селе Дубки под Симферополем. И эти следственные мероприятия связаны уже с уже упомянутым Аюбом Рахимовым. По данным Крымской солидарности, в этом доме Рахимов занимался строительными работами. И также стало известно, что по документам Рахимова зовут Наби, он гражданин Узбекистана, переехал с семьей в Крым из России в 2015 году. В районе 17:00 накануне стало известно о том, что российские силовики застрелили Наби Рахимова. По версии ФСБ России, в ходе проведения оперативно-боевого мероприятия подозреваемый, цитирую, открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление. Конец цитаты. Наби Рахимов, по версии российских силовиков, также якобы был объявлен в розыск как член международных террористических организаций. Тут было без подробностей. Следком России по аннексированных Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего жителя, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Да, это тоже из сообщения ФСБ России. На месте событий в Дубках накануне побывал Рауль Детан, активист Крымской солидарности. Рауль с нами на прямой связи. Рауль, приветствую вас в нашем эфире. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот когда вы приехали туда, вот под этот дом в Дубках, и что происходило на месте? Ну, это было где-то примерно в районе 12 часов часа, вот так вот приблизительно, между 12 и часом. Я подъехал туда, где-то на улице, на расстоянии где-то приблизительно 100 метрах от дома стояли два боевика ОМОНа и не пропускали людей туда ближе к дому. Я подошел, узнал, что там как. Там был мой коллега уже на месте. Он сказал, что фотографировал, вести фото и видеофиксацию не разрешают силовики. Ну, я встал, стал смотреть на этот дом, что там происходит. Вокруг ходили там по гражданке люди и в форме. Я достал телефон, включил камеру, хотел начать снимать видео и там фото. Один из ОМОНовцев меня остановил, сказал, чтобы я прекратил это делать.
Когда я спросил у него, ну, почему, он говорит, что запрещено снимать оперативно-розыскные мероприятия. Я на что ему сказал, что эти мероприятия происходят вот там в 100 метрах, а я здесь нахожусь. То есть я снимаю не розыскные мероприятия, они в доме проходят. Какие законные основания? Он сказал, что законных оснований ему для этого не надо, просто ему хочется вот так вот запретить мне, чтобы я не снимал, и вот он это мне запрещает. Ну, потом где-то в районе 2 часов туда на место подъехала машина ритуальной службы. Нас, людей, вот, которые там собрались, подвинули еще на 20 метров от этого перекрестка таким образом, что мы даже перестали видеть, что там происходит. За углом, получается. Мы встали, мы не видели, что там происходит. Вот а вам на тот момент, когда приехала вот эта машина ритуальной службы, не было еще понятно, что Рахимов убит? Нет. Вот мы стали об этом догадываться только когда приехал автомобиль ритуальной службы. Когда он туда проследовал. Ну, смотрите, мне кажется, что очень важный вопрос – это слышали ли вы на месте, да, какую-то стрельбу, перестрелку, были ли слышны выстрелы? Нет, вот в то время, когда я там был, никаких выстрелов слышно не было, но по словам соседей, где-то в районе 5:30 в 6, они слышали хлопки, похожие на звуки выстрелов, и взрыв. Еще один вопрос, буквально, он касается вот чего. А вы, когда там находились на месте, ведь это было довольно-таки продолжительное время, возможно, вам удалось узнать, с чем это дело связано, да, с чем связаны эти обыски и какие претензии к Наби Рахимову? Силовики молчали, ничего не говорили по этому поводу. Поняла. Спасибо вам большое. Это был Рауль Дитан, активист Крымской солидарности, который накануне 11 мая побывал в Дубках под Симферополем. Я напомню, что там проходила операция или же мероприятия следственные, связанные с Наби Рахимовым. И вот по результатам этих следственных мероприятий в ФСБ России сообщили о ликвидации мужчины. И, как стало уже потом известно, да, из сообщений, в частности, Крымской солидарности, что Наби Рахимов был убит при проведении вот этих следственных мероприятий под Симферополем, и якобы, по версии российских силовиков, он оказывал вооруженное сопротивление. Ну вот, как вы слышите, Рауль Дитан говорит, что лично он не слышал выстрелов, но соседи говорят, что слышали. Стоит отметить, что 12 мая появилась реакция на вот это происшествие подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова. Он у себя в Фейсбуке поблагодарил представителей российских силовых структур, которые участвовали в операции накануне. И, по словам Сергея Аксенова, российские силовики, цитирую, надежно защищают крымчан от террористической угрозы. Конец цитаты. Здесь, мне кажется, есть смысл задать вопрос вам, наши дорогие слушатели в Крыму и Севастополе. Ощущаете ли вы какую-либо террористическую угрозу, да, от которой вас защищают российские силовики, и что в целом думаете о версии российских силовиков по поводу вот этого убийства или же ликвидации, если говорить терминологией российских силовиков, гражданина Узбекистана в селе под Симферополем во время обысков. Стоит отметить, что глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров накануне сделал заявление по поводу событий в Дубках. Он ставит под сомнение версию, обнародованную российскими силовиками. Давайте послушаем фрагмент. ФСБшники намагаються переконати, вони стверджують, що Наби Рахимов здійснив спротив, вони демонструють ФСБшники якісь останки гранати і іншої зброї, які нібито належав вбитому. Но ми всі чудово знаємо, наскільки широко ФСБ використовує такі методи, коли вбиває людей, підкидає зброю і виставляє цю підкидану ними зброю як таку, яка нібито належала вбитому терористу, екстремісту. Це спосіб російські ФСБшники
дуже широко використовували і використовують на Кавказі. Я хочу сказати, що це дуже загрозливе явище. Ми не знаємо таких ситуацій в ці роки з моменту окупації, коли ФСБшники вторгалися би додому до людей, вбивали би їх і підкидували би зброю, і потім би пояснювали, що людину вбито за те, що, мовляв, він здійснював спротив. Це вперше. Украинская прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство из-за обысков и инцидента в Крыму 11 мая. Напомню, что 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, 044 490 29 05, номер телефона для звонков с материковой части Украины. Несколько комментариев, которые уже вижу у нас под YouTube и Facebook трансляцией. Под YouTube трансляцией пишет наш слушатель, что, по его мнению, террористом он стал сразу после того, как его убили. А есть у нас слушатель, который спрашивает, когда и за что этот человек был объявлен в розыск. Об этом обязательно мы еще в нашем эфире сегодня поговорим. Оставайтесь с нами. Есть еще такой комментарий у нас под Facebook трансляцией. Про демократію чи права людини не йдеться. Узурпація влади, окупація територій – все це породжує свавілля, яке межує зі злочином проти людства. Напомню, что у вас есть возможность не только к нам в прямой эфир позвонить, вы также можете зайти на YouTube-канал Крым Реалии или на Facebook-страницу Крым Реалии. Там есть прямая видеотрансляция нашего эфира и возможность оставлять свои комментарии под трансляцией, как это уже делают некоторые наши слушатели. Накануне также стало известно о том, что сотрудники ФСБ России после обысков в Заветном увезли жену Рахимова, Сахибу Бурханову. С ней поехал и их 15-летний сын. О том, какие следственные действия проводились с Сахибой, мы поинтересовались у Сияра Панича, это ее адвокат, да, адвокат супруги Наби Рахимова. Он рассказал нам о том, что женщину накануне доставили сначала в отделение по вопросам миграции управления МВД России в аннексированном Крыму. Давайте послушаем. Дело в том, что они граждане Узбекистана, поэтому это послужило как основание доставить их в миграционную службу, где они были до часу дня. После этого в час дня их привезли в Главное следственное управление по Республике Крым и городу Севастополю, город Симферополь, где часу до 17:30 была, я вот к этому времени подошел. Следователь начал допрос. Опрашивали ее в качестве свидетеля. По какому делу следователь не объяснил, назвал только номер этого дела, который вот у них по учету идет, нам это ни о чем не говорило. Самой Сахиба сказали, что ее муж якобы задержан, потому что он следователь не сообщил. По словам адвоката, Сахибу спрашивали о муже, в частности, имел ли он опыт обращения с оружием. Сияр Панич отметил, что Сахиба об этом ничего не знала и в целом охарактеризовала мужа положительно. Они долгое время живут на территории Российской Федерации, с 17 года в Крыму. Он майер, работал постоянно на стройке, работал и содержал семью. Он уезжал там на месяц, на полтора на заработки, так как здесь, где он работает, плохие условия для семьи. Подрабатывал, приезжал, какое-то время находился дома с семьей. Я напомню, что это Сияр Панич, адвокат Сахибы Бурхановой, супруги Наби Рахимова, который был убит российскими силовиками накануне во время следственных мероприятий в селе Дубки под Симферополем. И рассказал нам адвокат также о том, что вот после этих мероприятий, которые с Сахибой были проведены, ее попросили опознать труп мужа по фотографиям. Также пытались у нее собрать буквально эпителий. Постановление вынесли, об этом она отказалась, мы отказались, так как постановление было не обосновано. Опять же, на тот момент мы не знали, о чем дело, для чего эти нужны образцы, какими другими образцами, вещественными доказательствами они хотят их сравнивать. После этого ее привлекли как законного представителя в ходе допроса ее несовершеннолетнего сына, 15-летнего. После этого привели ее сына, также был его адвокат по соглашению ее сына. И как бы вот мы все вместе участвовали в допросе. Он отказался, во-первых, там уже состояние было такое, что ребенок тоже держит пост. И на тот момент уже 11:30 ночи он не пил, не ел, у него начали головокружение. Но на все наши
просьбы, ходатайства перенести на следующий день. Они отказывали и продолжили действия. У него также хотели отбирать букальный эпителий. Он от этого также отказался. После этого следователь подписал постановление и произвел выемку его кепки для того, чтобы направить на экспертизы. Какие-то экспертизы будут, нам неизвестно. Вот из постановления, которое предъявили, оно вообще не информативное, и эту информацию не содержало. Я уточню, вот упоминал Сияр Панич о том, что сын Наби Рахимова, убитого накануне, он вот по состоянию, да, уже на поздний вечер накануне был в таком, скажем так, плохо себя чувствовал. Стоит напомнить, что сейчас у мусульман пост, да, вот в рамках месяца Рамадан, и поэтому вот на протяжении, да, дня они не едят, не пьют, поэтому вот то, о чем рассказывал Сияр Панич, это, собственно, об этом. Стоит отметить, что на 16:00 12 мая Сахибу вызывали в управление МВД России по Крыму, нет, простите, ФСБ, да, повторно. Какие следственные действия с ней запланированы вот перед эфиром, было еще неизвестно, но Сияр Панич также рассказал нам о том, что сегодня суд в Советском районе Крыма должен решить, привлекать ли Сахибу к админответственности за отсутствие у нее всех необходимых документов на проживание как гражданки Узбекистана. Ну и еще один комментарий. Напомню, что с адвокатом Сияром Паничем мы пообщались перед эфиром, потому что вот как раз он представляет сейчас интересы Сахибы Бурхановой в рамках следственных мероприятий. И он рассказал о том, что у его подзащитной доверия к следствию нет. Ей дезинформацию давали вот постоянно, начиная с того, что вот и до вечера говорили, что ее муж задержан, хотя уже знали, что он убит. По словам Сияра Панича, семья Рахимова переехала в свое время из Узбекистана в Россию на заработки. На истории Наби Рахимова мы еще остановимся отдельно. К нам присоединяется в эфир крымская правозащитница, активистка Крымской солидарности Лутфия Зудиева. Лутфия, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела поинтересоваться у вас вот каким вопросом. Я видела, что накануне очень активно крымско-татарская общественность реагировала, да, на то, что произошло с гражданином Узбекистана Наби Рахимовым, да, на действия российских силовиков. Почему так активно отреагировали, что вызвало возмущение и что вызывает вопросы в рамках этого дела? Я думаю, что здесь стоит очень лаконично отметить три основных фактора. Первое – это то, что борьба с так называемой террористической угрозой длится в Крыму уже 7-й год. У нее есть абсолютно явная точка отсчета – это 2014 год, время, когда Российская Федерация вторглась на территорию Крымского полуострова. И на этом основании очень многие люди с большим недоверием относятся к такого рода уголовным делам, потому что у многих из них уже сыновья, братья, племянники и так далее сидят в тюрьмах по надуманным и сфабрикованным обвинениям. Это первый аспект. Второй аспект связан с религиозной идентичностью, потому что убитый Наби Рахимов являлся религиозным человеком, практикующим нормы ислама, мусульманином, вступил вот за время проживания в тесной социальной связи и с жителями поселка, в котором его семья проживала, и в других районах Крыма у него были связи. Ну, это связано в первую очередь с его работой. И поэтому у людей здесь просто не сложилась вот картинка, то есть возник такой диссонанс между тем, что подает официальная версия, то есть что выкладывается на оперативных видео, и между тем, что они знают об этом человеке в действительности. Ну, я говорю в первую очередь о тех, кто жил рядом с этой семьей. Вот. Ну и последнее, мне кажется, это связано чисто с гуманным таким аспектом, с гуманными целями, помочь людям, которые оказались сейчас в такой критической ситуации. Нужно понимать, что это граждане
Узбекистана и Таджикистана. Здесь у них нет никого практически из близких. Перед Сахибой сейчас абсолютно реальная угроза депортации из Крыма возникла. Вы понимаете, что это значит для целой семьи. Буквально вчера был убит отец. Обстоятельства этого убийства еще не расследованы должным образом. Сегодня решается в суде дело о возможном выдворении Сахибы из Крыма. Что будет с малолетними и несовершеннолетними детьми, которые сейчас ждут решения суда. Вот буквально прямо сейчас решается ее дело в суде. Никто не знает. И наверное, это самая болезненная и самая трагическая точка во всей этой ситуации. Я ведь ничего не путаю, у семьи 4 детей. Да, у семьи 4 детей, 2 взрослые дочери, которые уже замужем и не проживают сейчас на территории Крыма, и 2 ребенка, которые проживали вместе с Сахибой в поселке Заветное Советского района и находились вместе с ней в момент, когда вчера в доме начали проводить следственные мероприятия. Спасибо за уточнение. Лутфие, вы у себя в Фейсбуке сообщили, буквально, мне кажется, где-то за час до нашего эфира, о том, что в село Заветное сегодня приехало несколько десятков человек, чтобы выразить соболезнования семье, возможно, оказать какую-то поддержку. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Да, действительно, сегодня спонтанно у дома убитого Наби Рахимова начали собираться люди. Это связано с тем, что по мусульманским обычаям тело предают земле в течение суток. И люди стали собираться, думая, что будет проводиться джаназе, обряд похорон. Но Следственный комитет отказался выдавать тело убитого Наби Рахимова, сославшись на то, что необходимо провести ряд судебно-медицинских экспертиз, им понадобится минимум 2 или 3 дня. И позже они обещали выдать его тело. Но люди все равно остались на месте, потому что сейчас идет суд над супругой убитого. Возле суда порядка 150 человек, возле дома Наби Рахимова в Советском сейчас около 400 человек. И активисты сообщают о том, что прямо во дворе Наби Рахимова сейчас устанавливают палатку и, скорее всего, ифтар, вечернее разговление. Сегодня последний день месяца Рамадан. Все те люди, которые приехали поддержать семью Наби Рахимова, будут проводить уже прямо там, на месте. Поняла, спасибо вам большое. Это была Лутфия Зудиева, крымская правозащитница, активистка Крымской солидарности. Я напомню, что в нашем эфире сегодня мы обсуждаем происшествие, которое случилось в Крыму накануне, 11 мая. Федеральная служба безопасности России сообщила о ликвидации в Крыму якобы вооруженного боевика. Тут, опять-таки, если говорить о предыстории, и о том, как об этом заявляют в той же Крымской солидарности, и дальше еще мы расскажем вам подробности. Накануне рано утром стало известно о том, что в семье гражданина Узбекистана, точнее в доме гражданина Узбекистана Наби Рахимова в селе Заветное Советского района Крыма проходят обыски. Самого Наби Рахимова не было на тот момент в доме, была его жена и 2 детей. И кроме того, спустя несколько часов стало известно о том, что обыски в отношении дела, связанного с Наби Рахимовым, проходят и в селе Дубки под Симферополем. И ближе к вечеру накануне стало известно о том, что Наби Рахимов был убит российскими силовиками во время этих следственных мероприятий. Обстоятельства, детали того, как это произошло, на данный момент неизвестны. Вы слышали то, о чем сказала Лутфия Зудиева, что надеялись люди, что сегодня удастся провести определенные такие какие-то обряды, связанные с погребением, но, тем не менее, пока тело Наби Рахимова не выдают. В самой ФСБ России заявляют о том, что якобы Наби Рахимов был объявлен в розыск как член международных террористических организаций, а убит он был потому, что оказывал сопротивление российским силовикам. Сделаем небольшую паузу, продолжим. Как обойти блокировку Крым Реалии?
Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир радио Крым Реалии. В студии работает Елена Римовская. 8 810 06 926. Бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А трансляции наших прямых эфиров доступны, в частности, на Facebook-странице Крым Реалии, на YouTube-канале Крым Реалии. Можете оставлять свои комментарии в письменном виде в интернете. Итак, что касается непосредственно самого Наби Рахимова, что нам удалось узнать об этом человеке? В открытых источниках можно найти информацию о том, что Рахимов переехал в Россию из Узбекистана еще в 1999 году, и до переезда в Крым в 2015 году он проживал в Московской области. В марте 2010 года Служба национальной безопасности Узбекистана возбудила против Рахимова уголовное дело по подозрению в том, что он в период с 1990 по 1998 год был членом запрещенной в России и Узбекистане организации Хизбут Тахрир. Напомню, что вот в Крыму после 2014 года появился уже целый ряд так называемых дел Хизбут Тахрир, при том, что эта организация в Украине не запрещена. При этом еще один момент стоит отметить, что вот в этих сообщениях ФСБ России, на которые мы ссылались, понятие, название такой организации, как Хизбут Тахрир, не фигурировало, по крайней мере, пока. Тем не менее, вот из предыстории Наби Рахимова в Узбекистане его на протяжении определенного времени обвиняли в участии в этой организации. В 2013 году профильные российские ведомства задержали Рахимова и предприняли 2 попытки экстрадировать его в Узбекистан. Тем не менее, суд решил отказать в экстрадиции, но летом 2014 года Наби Рахимов обратился в Европейский суд по правам человека. Дело 50-552/13 Рахимов против России в связи с нарушением права на свободу. Суд установил, что жалоба Рахимова была приемлема и потребовала от России выплатить ему компенсацию в размере 17 тысяч евро за судебные и моральные издержки. Тогда интересы Рахимова представляла, в частности, правозащитница Елена Арябинина из Института прав человека в Москве, и мы решили обратиться в эту автономную некоммерческую организацию Институт прав человека в Москве за комментарием в связи с происшествием уже на территории аннексированного Крыма. Мы пообщались, а точнее попросили предоставить нам комментарий в звуке Кирилла Жаринова, это ведущий адвокат проекта «Право на убежище» Института прав человека. И вот что он нам рассказал о деле Рахимова в 2014 году. Юристы и адвокаты Института прав человека действительно представляли интересы Рахимова Наби Наимовича в Европейском суде по правам человека и при проведении экстрадиционной проверки по вопросу его выдачи из России и при обращении за убежищем в Российской Федерации, что было еще много лет назад. Ему действительно были предъявлены обвинения в причастности к Хизбут Тахрир правоохранительными органами Узбекистана, и он был объявлен в международный розыск. Вместе с тем срок давности привлечения его к уголовной ответственности истек, и его не могли выдать в Республику Узбекистан. После этого его попытались выдворить, однако Европейский суд по правам человека установил нарушение Европейской конвенции, наличие риска пыток, негуманного, жестокого обращения в случае его выдворения в Республику Узбекистан, и впоследствии Рахимов был освобожден из спецприемника. Ему было предоставлено временное убежище в Российской Федерации, которое неоднократно продлевалось. Насколько мы знаем, он вел законопослушный образ жизни, он всегда всячески отрицал причастность к каким-либо запрещенным международным организациям. Он состоял на миграционном учете в Москве, периодически посещал управление по вопросам миграции, был в поле зрения правоохранительных органов Российской Федерации. По словам Кирилла Жаринова, тот факт, что Рахимов получил в России временное убежище и ему его неоднократно продлевали, свидетельствует о том, что у органов безопасности России не было к нему вопросов, по крайней мере, до недавнего времени.
Набир Рахимов утверждал при обращении за убежищем в Российской Федерации, что дело в Узбекистане было сфабриковано, никаких конкретных доказательств его причастности к экстремистским террористическим организациям не было представлено, и он утверждал, что это просто преследование по религиозным мотивам, как и преследование многих десятков и сотен людей, которое осуществлялось в Узбекистане на тот момент за реальные или приписываемые религиозные убеждения в отсутствии каких-либо фактов преступной деятельности. На данный момент подобных дел стало несколько меньше, поскольку в Узбекистане проходят определенные реформы, и подход к расследованию и возбуждению подобных уголовных дел в последние годы несколько изменился. Напомню, что это Кирилл Жаринов, ведущий адвокат проекта «Право на убежище» организации «Институт прав человека» в Москве. Кирилл Жаринов отметил, что тот факт, что у российских органов безопасности до недавних пор не было вопросов к Рахимову, свидетельствует в пользу версии мужчины о том, что обвинения, которые ему выдвинули в Узбекистане, не имели под собой реальных оснований. По словам Жаринова, в практике Института прав человека инцидент, который произошел с их бывшим подзащитным в Крыму накануне. Я напомню, что российские силовики, как они сказали, ликвидировали Рахимова за якобы сопротивление, что вот этот инцидент является беспрецедентным. Мне сложно, и я не владею никакими подробностями о произошедшей трагедии. Для нас это тоже достаточно шокирующая информация. Мы будем надеяться, что истинные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе соответствующего расследования и проверки. Адвокат Кирилл Жаринов рассказал о том, что после дела об экстрадиции Рахимова институт больше не представлял интересы мужчины полноценно, а в то же время после переезда в Крым Набир Рахимов несколько раз обращался в организацию. Он несколько раз обращался за разовыми консультациями по поводу своего миграционного статуса, и однажды мы обращались в 2019 году в Главное управление по вопросам миграции в интересах Рахимова с просьбой дать ему возможность встать на миграционный учет, как раз для того, чтобы по его инициативе он соблюдал законодательство Российской Федерации и был в поле зрения российских правоохранительных органов. Да, это была его инициатива после уже истечения срока предоставления временного убежища, чтобы у него была возможность официально пребывать на территории Российской Федерации, соблюдая миграционное законодательство. Проблема была в том, что у него истек паспорт гражданина Узбекистана, и он не мог выехать никуда, но хотел состоять на миграционном учете. И вот, отвечая на вопрос нашего слушателя в комментариях под нашей YouTube-трансляцией по поводу розыска Набира Рахимова, по данным Института прав человека в Москве, Рахимова нет в базе розыска российского МВД. Еще хотелось бы отметить, что розыск Рахимова на территории Российской Федерации по запросу Узбекистана должен был быть прекращен после отказа в его выдаче в Узбекистан. Генеральная прокуратура России отказала в его выдаче в Узбекистан еще много лет назад, и впоследствии, как я уже говорил, ему было предоставлено убежище, и он не находится в розыске и в данный момент, и не находился в Российской Федерации в розыске в последнее время. На сайте МВД, к примеру, если ввести его данные в открытую публичную базу разыскиваемых лиц, то никакой информации о его розыске в настоящее время тоже не содержится. Напомню, что это был Кирилл Жаринов, ведущий адвокат проекта «Право на убежище» Института прав человека в Москве. Этот институт представлял интересы Набира Рахимова в 2014 году, когда Россия дважды пыталась экстрадировать Набира Рахимова в Узбекистан. Напомню, что Набир Рахимов – это человек, который накануне был убит российскими силовиками в селе Дубки под Симферополем, якобы из-за того, что он оказывал сопротивление российским силовикам. Как вы слышали, уже несколько человек поставили эту версию под сомнение. Мы, к слову, тоже попробовали пробить Набира Рахимова по базе розыска МВД, она ведь в открытом доступе, и тоже такой информации о том, что он находится в розыске, мы не нашли, но радио Крым Реалии готово опубликовать позицию российских силовых ведомств по делу Набира Рахимова по тем пунктам, которые в нашем эфире были упомянуты. Я напомню, что
Накануне стало известно о том, что во время следственных действий в селе Дубки под Симферополем российские силовики ликвидировали, как они об этом заявили, гражданина Узбекистана Наби Рахимова. И по версии российских силовиков он якобы был вооружен и якобы был членом международных террористических организаций и был ликвидирован в ответ на сопротивление и вооруженное сопротивление. Но, тем не менее, каких-то подробностей дела, почему эти следственные действия проводились, в участии в какой организации обвиняют Наби Рахимова, на данный момент неизвестно. Как нам сказали в эфире сегодня представители Крымской солидарности, пока Следственный комитет России в аннексированном Крыму не отдает тело Наби Рахимова. Кроме того, мы расспрашивали у активиста Крымской солидарности Рауля Дитана, который накануне был на месте вот этого происшествия в Дубках под Симферополем. Слышал ли он перестрелку? Он сказал, что лично он ее не слышал. И действительно, на данный момент есть вопросы по поводу того, вот при каких обстоятельствах произошло вот это убийство российскими силовиками гражданина Узбекистана, который проживал вместе с семьей в Крыму с 2015 года. Мы рассказали вам его предысторию. Можно в открытом доступе найти материалы вот этого дела, обращение Наби Рахимова в Европейский суд по правам человека в 2014 году. Там довольно подробно расписана его история, как он оказался на территории России, да, и какие обвинения в его адрес озвучивали в Узбекистане. На сайте Крым Реалии есть видеокомментарий жителей села Заветное. Я напомню, что Наби Рахимов с семьей жил непосредственно в селе Заветное Советского района Крыма, а в Дубках под Симферополем он работал на строительстве жилого объекта. И вот на этом видео реакция местных жителей, соседей, знакомых Наби Рахимова на его убийство, да, гибель, смерть. Давайте послушаем небольшой фрагмент. Я его очень хорошо знал. Хороший, честный, добросовестный мусульманин. Наших детей задерживали, объявляли их террористами, сажали на баснословные сроки. Сегодня поднимаются на другую ступень, начинают убивать нас. Я живу по соседству, и когда мне что-то надо было по стройке помочь, он всегда прибегал и помогал, говорил: давай тебе сделаю откосы, давай тебе сделаю то. И я пытался ему за это заплатить, он даже говорит: нет, ты меня обижаешь, зачем? Ну, не брал ни копейки никогда, да, там. Знаю еще как хорошего повара, его супругу, потому что когда надо было день рождения, там кто-то хотел исправить или гостей встретить, издали, как кто-то приезжал, и они очень вкусные торты пекли. Это фрагмент комментариев жителей села Заветное о Наби Рахимове, о его семье. Полную версию вы можете на сайте Крым Реалии посмотреть. К нам присоединяется в эфир Искандер Бариев, глава украинской правозащитной организации Крымско-татарский ресурсный центр. Искандер, добрый вечер. Добрый вечер. Смотрите, такая ситуация складывается, что обвинения в адрес Наби Рахимова, который был убит российскими силовиками накануне, довольно серьезные. Мы пока не знаем конкретику, но знаем, что российские силовики вменяли ему участие в международных террористических организациях. И при этом мы видим, что сейчас, вот буквально перед нашим эфиром, отправились к нему, к его дому десятки людей, да, чтобы как-то поддержать семью, и в Меджлисе крымско-татарского народа уже выразили сомнения этим происшествием. Как вы считаете, почему реакция вот такого рода, о чем это свидетельствует? Вы имеете в виду реакция людей? Дело в том, что насколько действительно мы получили информацию, но во всяком случае этот человек был безобидным. Во всяком случае, он, как и было сказано в предыдущих интервью, он находился в Симферополе, в Дубках, и непосредственно занимался строительными работами. И, насколько я знаю, сейчас вот в месяц Рамазан он, будучи хорошим поваром, готовил на вот эти вечерние ифтары, да, вот на ужины, такие разговения мусульманские. И поэтому я не знаю, если бы он бы на самом деле был бы в розыске, наверняка он об этом бы знал бы и не выходил бы публично на встречу с людьми. И то, что сейчас в настоящее время люди собираются, приезжают к семье,
дают деньги для того, чтобы как-то семью поддержать. Кроме того, в настоящее время, насколько информации, в отношении жены открыли административное производство. Понятно, что, насколько, опять же, я знаю, что жена даже толком, она и не знает русского языка, ей достаточно сложно общаться. Но я бы сказал, я бы обратил бы, находясь, скажем, вдалеке от всех этих процессов на большом расстоянии, не вдалеке, а на большом расстоянии, и анализируя, как бы, что происходит со стороны, и понимая, какие репрессии проводят оккупанты непосредственно в Крыму, то здесь меня начинает беспокоить другая тенденция. Дело в том, что вот этот сценарий, который произошел вчера, он на самом деле очень похож с кавказскими сценариями, когда во время обысков или когда приходят спецслужбы России, выводят женщин, а уже с мужчинами, не разбираясь, начинают расправляться как с террористами без суда и следствия. И вот этот факт или вот эта проблема, она действительно может, если умолчать, если об этом сейчас не говорить, она может стать системной уже в оккупированном Крыму. До этого случая, да, разбивали стекла, да, утром или ночью заходили в дома, да, запугивали людей, но не применяли оружие на поражение. И я думаю, вот то, что он является гражданином, скажем, не жителем оккупированного Крыма, я имею в виду в контексте гражданства украинского или российского, что он приехал из Узбекистана, и вот такое отношение обычно к мигрантам, ну, мы знаем практику российскую, да, насколько это все происходит. Но самое главное, что это происходит уже в Крыму, конечно, на это мы должны обращать очень серьезное внимание, и то, что люди проявляют сейчас свою солидарность, это очень важный посыл для оккупационной власти. Эскандер, у нас остается буквально 2 минуты, но хотела бы поинтересоваться вашим мнением. Российский глава Крыма Сергей Аксенов сегодня благодарил российских силовиков за вот эту операцию, которая произошла накануне, и сказал, что они защищают крымчан от террористической угрозы. Вот насколько, по вашему мнению, реально эта террористическая угроза? Потому что, ну, вы понимаете, на фоне теракта в Казани, да, вот любые подобные заявления, мне кажется, они имеют, ну, такое влияние на людей. Вот я как раз-таки, вы немного даже опередили то, что я хотел сказать. То, что сегодня происходит в Казани, то, что было в Керчи, если помните, несколько лет назад, когда произошел настоящий террористический акт, это было в 2018 году. То есть таких случаев у нас не было в украинском Крыму. И когда сегодня под видом борьбы с терроризмом, с террористами, в том числе на обыск приходят и так называемые казаки, то это демонстрация уже силы и именно по этническому принципу, либо по религиозному принципу. Поэтому на данный момент я могу сказать одно. Я на самом деле не знаю этого человека, не знаю о его реальной деятельности. Мы будем дальше, конечно, по возможности собирать информацию, но та первичная информация, которая у меня есть, да, это человек, которым интересовались миграционные службы. Да, он пытался заработать, прокормить семью. А насколько он был причастен или нет к террористическим организациям, но мы видим, что сегодня оккупанты под видом борьбы с Хизбут Тахрир, с свидетелями Иегова пытаются просто расправляться с инакомыслящими в Крыму. Поняла ваше мнение, спасибо. Это был Искандер Бариев, глава Крымско-татарского ресурсного центра. Я хочу отметить, что я вижу, у нас вот есть комментарий под YouTube-трансляцией, отреагировал ли как-то уже Узбекистан, гражданином которого являлся Наби Рахимов, убитый накануне российскими силовиками в Крыму. Пока не было этой реакции. Если она будет, мы, конечно же, о ней сообщим. Для этого будьте в курсе, вот чтобы быть в курсе всех новостей, заходите на сайт Крым Реалии, мы там даем апдейт и вообще по
по этой ситуации, по ситуации, которая складывается сейчас с женой убитого Наби Рахимова. Мы уже упомянули о том, да, что у нее к ней возникли вопросы у российского суда относительно пребывания на территории Крыма, да, который Россия считает частью своей территории, поскольку она является гражданкой другой страны, и якобы есть там проблемы с документами. Будем вас держать в курсе. А 13 мая мой коллега Сергей Макрушин с 8 часов утра будет говорить об очередной российской призывной кампании в Крыму. Украина, напомню, считает ее незаконной. Один из вопросов будет касаться того, как крымчане могут легально не служить в российской армии. Присоединяйтесь в прямой эфир 13 мая с 8 часов утра. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.